О самых заметных событиях среды 25 мая вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Возрождение Северного морского пути. Меры развития арктической зоны утвердил президент Владимир Путин. Стали известны и тарифы на перевозку машин и грузов на паромах из Якутска в Нижний Бестях, когда откроют паромную переправу. А ВОЗ и ныне там. Жители поселка Серебряный Бор обратились с жалобой на качество многоквартирного дома. Мы разбирались в проблеме. В приоритете только педагоги. Традиционные подъемные в Ленском районе теперь будут получать молодые учителя, приехавшие работать. Опыт успешного фермера. В магазинах Мирного этим летом будут продавать местные овощи и клубнику. Меры развития арктической зоны утвердил Владимир Путин, в том числе правовое регулирование и субсидии для северного завоза. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития арктической зоны. Всего в перечень вошли 18 поручений. Так, Владимир Путин поручил предусмотреть строительство соцобъектов. Также правительству поручено определить источники финансирования. Отметим, глава Якутии С.Н. Николаев подчеркнул, что благодаря Севморпути будут развиваться промышленные центры в Арктике. Он также предположил, что одним из ключевых центров арктического судоходства станет порт Тикси, модернизация которого запланирована в ближайшие годы. Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что развитие Севморпути повышает рентабельность месторождений в Арктике. Активная фаза ледохода на реке Лени сегодня в Якутске, Намском и Кобяйском районах. Протяженность ледохода более 300 километров. В поселке Сангар уровень воды 1115 сантиметров, при критическом 1150. У поселка Кангаласы высота воды 965 сантиметров, при критической отметке 1000. В случае сохранения затора ниже по течению ожидает дальнейшее повышение уровней воды у сел Кобяйского района. В результате заторов отмечают выход воды на пойму с подтоплением низких участков местности в Якутске и пригороде, в Намском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах. В ближайшие сутки и двое ожидают снижения уровней воды на реках. Сегодня утром был совершен облет вертолетом Ми-8 паводковой ситуации на реке Лена. В ходе облета был обнаружен большой затор ниже поселка Сангар. И в районе Кобяйского района сейчас наблюдается небольшое пребывание воды. Рост у поселка Сангар. И в ближайшие сутки эта ситуация может продолжаться. И может быть достигнута даже выше опасных отметок. В районе Кобяйского района сейчас направлено 2 борта и планируется проведение взрывных работ. И нарастающим итогом это будет уже 11 взрывов. И мы надеемся, что по итогам взрывных работ результат может измениться в лучшую сторону. Тем временем стали известны тарифы на перевозку транспортных средств и грузов на паромах по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Напомним, паромную переправу планируют открыть в конце текущей недели. Стоимость перевозки легковых автомобилей от 500 до 1200 рублей. Средняя стоимость одной тонны груза – 340 рублей. При этом Госкомцен Якутии выпустил приказ об установлении предельных максимальных тарифов на перевозку транспортных средств, грузов речным транспортом на паромной переправе по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Стоимость перевозок сейчас на ваших экранах. Напомню, открытие паромной переправы планируют в конце этой недели, 28-29 мая. Якутские инновации представили в Москве. Сегодня в Сколково открылась крупнейшая в России и странах СНГ конференция «Стартап Village». Мероприятие традиционно станет центром притяжения стартапов, инвесторов, технологических корпораций и представителей органов власти. В этом году главными темами станут импортозамещение, восстановление цепочек поставок и поддержка российского технологического бизнеса. В рамках форума планируют и выставку инновационных проектов Якутии. С нами на прямую связь из Москвы выходит Максим Кардозу. Максим, приветствую и передаю тебе слово.
Здесь формат мероприятия сам позволяет именно сделать как Woodstock, да? Приветствую, Сергей. Действительно, стартап Village в самом разгаре, как ты сказал, это, наверное, крупнейшая в нашей стране площадка, где молодые предприниматели, стартаперы, изобретатели могут встретиться с крупным бизнесом, рассказать о себе, прорекламировать себя, найти инвесторов. В конце концов, нет ничего невозможного. И, так сказать, такая вот дорога в большую жизнь. В общем, сюда хотят попасть многие. Якутия участвует в стартап Village уже 10 лет. И в этом году у нас появился большой павильон. Посмотрите, за моей спиной вы видите его. Это большая белоснежная красивая ураса. Там открылась выставка Саха Innovation Expo 2022, где представлены резиденты технопарка Якутия, а также НОТ Север и Северо-Восточного федерального университета. Ну и эту выставку открыл глава Якутии Айсен Николаев. Давайте послушаем, что он сказал. И, безусловно, мы всегда очень большое внимание уделяли поддержке и созданию инновационной экосистемы. Эти стартапы не возникли бы, если бы в Якутии не была создана большая, достаточно серьезная система институтов развития, включающая технопарк, IT-парк. Сейчас уже создается креативный кластер, создается уже и работает венчурная компания, работают акселераторы различные, работают финансовые институты в виде регионального банка «Алмаз-Эргенбанк». Ну и, конечно же, то, что у нас одним из первых в стране появилось Министерство цифрового развития и инноваций, это тоже сыграло свою роль. И, безусловно, вот это все вкупе при правильном подходе, при правильной организации дает тот результат, который многие называют якутским чудом инновационным, так, но на самом деле мы считаем, что это результат большой кропотливой работы сотен и тысяч людей. На территории нашего павильона Якутии сейчас идут презентации, вы, наверное, слышите, рядом со мной как раз находится сцена. Но вообще павильон пользуется популярностью. Туда заходят не только российские бизнесмены, но и иностранные группы. Заглядывают, там можно познакомиться не только с теми технологиями, которые были придуманы у нас в республике, но также попробовать саха-чай или, например, энергетический напиток с экстрактом пант северного оленя. Представляете себе, я даже не знал, что такое производство есть у нас в Якутии. Так что здесь не только весело, но и вкусно. Друзья, и здесь, в Сколково, конечно же, все понимают, что Якутия — это флагман, IT-флагман всего Дальнего Востока. У нас, наверное, история взаимодействия с республикой значительно длиннее, чем с другими субъектами. Поэтому, может быть, какие-то даже первые гипотезы, которые мы тестировали для себя в рамках регионального развития, они были на Якутии опробированы. Там что-то получилось, что-то не получилось. Но Якутия на сегодня один из немногих регионов, может быть, единственный, который абсорбировал весь опыт работы Сколково в региональном развитии. Именно поэтому сегодня очень многие вещи, которые в Якутии запускаются впервые для регионов, это результат нашей работы, которую мы начинали, там, может быть, чуть пораньше, чем другие регионы. И, безусловно, невозможно не выделить IT. Это, наверное, то, где действительно, может быть, случилось маленькое чудо, потому что для любого такого нормального вменяемого человека понять, как в одной из самых больших республик, где-то далеко с таким климатом может появиться такое большое количество айтишников, что самое главное, айтишных компаний мирового уровня, это действительно, необычно, мягко говоря. Поэтому, конечно, IT-отрасль я бы выделил как одну из приоритетных здесь и достаточно успешных. Я знаю, что на федеральном уровне и другие институты развития прекрасно видят этот опыт и его транслируют дальше. И в том числе не только в обыденной жизни. Сегодня запланировано еще много мероприятий. Это презентации, концерты, подписание различных соглашений. Но я хочу акцентировать на другом. Буквально час назад прошло освещение СРГ, которое появилось здесь, на территории Сколково. И можно говорить, что в самом сердце инновационного центра нашей страны появился кусочек Якутии. И это не только символично, но и очень приятно. Сергей? Максим, спасибо. Желаем успешной презентации нашим IT-проектам, ну и, конечно, дальнейшего им развития. Ну а пока снова переносимся в Якутию. Общество «Теплоэнергосервис» на 3 года продлило концессионное соглашение с Алданским районом. Документ в том числе подразумевает сооружение и обновление объектов. На данный момент ТЭС завершает отопительный сезон и уже приступил к ремонтной программе. Продолжит Руслан Павлов. Основной поставщик тепла в Алданском районе, общество «Теплоэнергосервис», подходит к завершению отопительного сезона. Котельные и теплопункты остановят 31 мая, а уже на следующий день начнется полномасштабная подготовка объектов ТВС к следующей зиме. Впрочем, реализация ремонтной программы уже идет по ряду позиций. Да, уже приступили к ремонтным работам, уже готовимся к наступающему, так сказать, отопительному сезону 2022-2023 года.
Да, запланированы работы по инвестиционной программе, по ремонтной программе. Это будут работы по замене 9 котлов наших районов. Будут заменены участки ветхих сетей в Нижнем Куранахе, в Алдане, в Тамоте, во всех, везде, где это необходимо. Подготовка к новому отопительному сезону началась заблаговременно, так как ТЭС продлил концессионное соглашение с Алданским районом еще на 3 года. Главная цель концессии – переход теплоцентралей с угля на природный газ, а это строительство газовых котельных, которым также займется теплоэнергосервис. В этот момент мы планируем тоже заняться разработкой проектной документации на строительство газовых котельных. Все-таки газификация приходит, и работы по переводу на газовые котельные, она предстоит и будет проведена вот в эти годы. Так что планируем строить газовые котельные. Основной объем строительных работ придется на город Алдан, где расположена большая часть котельных, но это перспективы 2024-2025 годов. Кроме того, в перечень технического задания включены реконструкции тепловых сетей. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. С помощью капремонта успешно ведут замену оборудования для газа в многоквартирных домах. На сегодняшний день фонд капитального ремонта планирует провести работы в 35 домах. Из них 28 в Якутске, а также в Хангаласском, Намском, Улусах и поселке Жатай. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Газовики, заключившие договор с фондом капитального ремонта, завершили замену газовых труб в доме по улице Лермонтова, 24 в Якутске. Работали быстро и качественно, все время по графику, ни разу не отставали. Сказали, в это время придут, сделают работы, и все, в течение такого-то времени. Ни разу не было такого, чтобы они опаздывали, еще что-то. Доступ мы предоставили, много мебели двигать не пришлось. Ремонт здесь начали весной. За короткий срок удалось провести его в 96 квартирах. Главное здесь согласовать график работ со всеми собственниками квартир. Это основной вид нашей деятельности. Как бы вроде мы газовики, но в основном мы работаем с людьми. Газ – это опасный вид топлива, поэтому люди относятся с уважением, пониманием. И под наши графики они как бы отпрашиваются от работ, идут навстречу. Я считаю, что это очень хорошо. Лермонтова 24, он как образцово-показательный для нас дом. Он, во-первых, очень большой, и по срокам он завершился очень быстро. Работать начали с апреля. Получается, все работы закончили в срок. И сейчас, получается, мы все работы сдали. Обслуживающая организация Сахатранснефтегаз. И сейчас после уже приемки выполненных работ, вот осталось работы по покраске газовых труб. И уже ждем пока запуска газа. Согласно закону, срок эксплуатации внешних газовых труб составляет 50 лет, внутренних – 30 лет. По истечении этого срока жители многоквартирного дома обязаны самостоятельно проходить независимую техническую диагностику, подтверждающую возможность дальнейшей эксплуатации газового оборудования. В любом случае, вот наши дома старые, в связи с этим собственникам все равно необходимо провести техдиагностику. Без этого подача газа будет переустановлена. Фонд старается до отключения менять уже газовые трубопроводы, чтобы людям дополнительных затрат не было для техдиагностики. Да? Техдиагностика все равно каких-то денег стоит, и это все равно делается за счет собственников. При работе с газовыми трубами доступ должны предоставить все собственники, так как вопрос касается общей безопасности. Капитальный ремонт с собственниками должен согласовываться заранее. Узнать информацию о предстоящих работах в вашем доме можно по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. А вот качество готового многоквартирного дома стало причиной жалобы от жителей поселка Серебряный Бор. В 2019 году дом был сдан в эксплуатацию. Тогда представители компании-застройщика заверили жильцов, что все строительные работы будут завершены. В проблеме разбиралась Ирина Жданова. До сих пор остается загадкой, как этот дом сдавался в эксплуатацию. Серьезные изъяны очевидны. Недоделана бетонная отмостка вокруг дома, из-за чего подвал заливает водой. Некачественно установлена водосточная система. В тамбурах подъездов отсутствует напольное покрытие и разрушается облицовка. Проблема заключается в том, что дом был принят с нарушениями. Застройщик «Горизонт», фирма, сдали дом
с многими нарушениями, недоделками. Очень много нету благоустройства, отмосток нету, очень много недоделок. И по гарантийным письмам должны были выполнить все работы, но работы выполнены не были. Он объявил себя банкротом. И делать, получать, доделывать вот эти все недоделки некому. Строительные изъяны проявились и в квартирах. Разрушается пол, и изначально была неисправна сантехника. Жителям по возможности пришлось самим устанавливать унитазы и ванны. В квартире тоже сделали полы, такие канавки по полу сделали и заложили сухой штукатуркой. К батареям подход. Это вот эти места, где вот эти канавки, так скажем, все уже попроваливалось. При заселении жителям обещали, что все недочеты будут устранены. Но компания застройщика объявила себя банкротом и перестала отвечать на обращения. Изначально на этом месте должна была быть детская площадка, пешеходная дорожка и парковка для автомобилей. Но, как видим, ничего до сих пор нет. Но застройщики все-таки проявили заботу и предупредили жителей, чтобы не ставили ничего тяжелое на балконы, потому что они могут не выдержать. Еще один дом, номер 256/1. Он пострадал от пожара, его пытались восстановить, но жильцов так и не заселили. Сейчас этот дом-памятник, непригодный для проживания. Также везде красуются заброшенные и полуразрушенные дома, составляя не совсем благоприятную общую картину всего поселка. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленском районе продолжает действовать программа поддержки молодых специалистов. Она включает в себя несколько пунктов. Один из них – выдача подъемных. В этом году средства выделяют только на образование. И именно в этой сфере наблюдают нехватку специалистов. Поэтому все средства программы решено направить на поддержку молодых педагогов, продолжит Светлана Балеева. Артем Корнилов прибыл в Ленский район 2 года назад из Хангаласского ЛУСа, сразу после окончания педагогического университета. На новом месте устроился на работу. Теперь он учитель истории и обществознания во 2-й городской школе Ленска. В первом курсе мне дали выбор из 5 районов. Это Верхоянский, Сунтарский, Ленский и еще какие-то районы. Но я выбрал Ленский, конечно, потому что здесь родина моего отца, да и в целом условия хорошие. Скажем так, я получил двойную помощь. Я получил не только подъемный в размере 150 тысяч рублей, а еще и получил служебную квартиру, что является огромным плюсом для меня. Именно благодаря этому, может быть, я и здесь. Такой поддержки, признается молодой человек, в их ЛУСе не оказывается. Поэтому условия, предлагаемые в Ленском районе, стимулируют иногороднюю молодежь. Благодаря им появляется желание работать с удовольствием и полной отдачей. Многие приезжие педагоги остаются в нашем районе насовсем. В прошлом году подъемные получили 20 молодых педагогов, которые подошли под условия программы. Их несколько. Основные – это возраст до 35 лет, трудоустройство в учреждении образования района с 2020 года. Место работы должно быть первым. Специалист должен иметь высшее или среднее профессиональное образование или профпереподготовку на базе среднего или высшего образования. Конечно же, оно должно соответствовать занимаемой должности. В программу входит несколько учреждений сферы образования. Это доп. Образование, школы искусств, детские сады, школы, а также комитет по физической культуре. По всем интересующим вопросам можно обращаться в комитет по молодежной и семейной политике. Заявки на выплату подъемных на 2022 год еще принимаются. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей выпускникам, получившим на ЕГЭ этого года 100 баллов, учредили в республике в честь столетия якутской автономии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Айсен Николаев. Он выразил уверенность, что денежная премия станет заслуженной наградой за старания и отличные показатели выпускников. Это не только гордость школы, это результат школы. Есть такие школы, конечно, у нас по всей республике. Есть и сельские школы, отрадно очень было в прошлом году. И городские школы наши, это и физико-технический лицей, Якутский городской лицей, выпускники республиканского лицея-интерната получили. Да? Это лучшие школы, которые числятся лучшими в Российской Федерации. Последний звонок прозвучал сегодня для 11 классов в Международной арктической школе. Учреждение открыли 1 сентября 2020 года, и сегодня выпускниками стали 54 старшеклассника. В школе есть бассейн, актовый зал, конференц-зал, столовая, спортивные и хореографические классы, планетарий и видеостудия. В учебных кабинетах имеются интерактивные сенсорные доски и другое оборудование.
Для школьников, приехавших из районов, предусмотрен интернат на 80 мест. Это первая на Дальнем Востоке арктическая школа международного уровня. Об этом сегодня на торжестве упомянул вице-премьер Сергей Местников, председатель наблюдательного совета школы. Международная арктическая школа, она должна носить международный уровень, то есть здесь должны обучаться дети по всем мировым стандартам, которые предъявляются к школам мирового уровня. И такую именно цель мы закладывали, когда открывали эту школу. И, наконец, мы завершаем все процедурные моменты, связанные с открытием этой международной школы. И с 1 сентября 2023 года будет открыта школа, которая соответствует требованиям IBA, как международная школа. А в магазинах Мирного этим летом будут продавать местные овощи и клубнику. Наши коллеги расскажут о планах успешного фермера. Первый урожай этого года поступает в магазины Мирного. Продукция не привозная, а местная. Предприниматели Светлого каждое лето радуют мирнинцев овощами местного производства. Гасан Джафаров выращивает овощи с 1991 года. Каждое лето на реализацию в магазины района отдает примерно 50 тонн разных культур – огурцы, помидоры, баклажаны и кабачки. В этом году посадил 6 тысяч кустов. Удобрения используют только органические, никакой химии. Это и полезнее, и безопаснее, говорит Гасан. Его продукция пользуется спросом. Доставляет нам нормально. Каждый год у него берем. Вот в этом году уже сколько, 4-й раз привозит уже. В светлинских теплицах урожай собирают с мая по октябрь. Работают вдвоем – сам предприниматель и один сотрудник. Иногда в сборе помогают студентки Мирнинского регионального технического колледжа. Ну, работают у нас с 8, иногда и 2, и час ночью ухожу домой. Работаем пока вдвоем. Молодые люди, которые с поселка, которые говорят, что работы нет светлым, неправда это. Мы даем им даже зарплаты, кормим бесплатно. Зарплата в пределах 70 тысяч. Ну, никто не хочет работать. В прошлом году администрация Мирнинского района помогла предпринимателю со строительством большой теплицы, откуда этим летом планируют собрать 40 тонн овощных культур. Проверят на урожайность и клубнику. В этом году здесь впервые посадят клубнику. Если ягода приживется на Светлинской земле, то в следующем году вся эта теплица будет засажена клубникой. Предприниматель говорит, что на участке не хватает газификации. Сейчас теплицы отапливают печкой. Если с газификацией помогут, то посадкой можно будет заниматься с февраля, а местные овощи будут раза в 2 дешевле. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». И последнее. В Якутск доставили более 50 живописных и скульптурных произведений 19-20 веков из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Их представят широкой публике в масштабном выставочном проекте «Сокровища Третьяковской галереи» к празднованию столетия якутской автономии. Среди представленных работ известные зрителю произведения Тропинина «Златошвейка», Айвазовского «Бурное море», Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и другие. А основу Национального художественного музея Якутии в далеком 1928 году составили 27 живописных полотен, переданных в дар Третьяковской галереи. Поэтому открытие выставки в Якутске, которое планируют на 2 июня, стало символичным. Встреча с прекрасным всегда вдохновляет, и это позволяет нам бороться с нашими стрессами, с какими-то, может быть, волнениями, да. Действительно, вот последние годы они были очень непростыми для всех нас. А встреча с искусством, она лечит, она позволяет нам прикоснуться к тому, что остается вечным. Это те работы, которые действительно будут всегда, и благодаря им мы осознаем свою сопричастность вообще к жизни страны. Благодаря им мы понимаем, что такое национальное самосознание. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.